Меня воспитывала бабушка. Вот. Она очень была верующая. И она подошла к моему отцу и спросила, говорит, можно, говорит, я ее она будет христианкой. Мой отец, он не отказал, потому что он уважал очень мою бабушку. Он сказал, говорит, я сюда выпускаю, она пойдет, будет христианкой. ما اگر رو به قرآن بیاریم اگر میبینیم که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده طبق این موضوع بررسی کرده است که خصوصا با اهل کتاب حتی طعام اهل کتاب را خوردنش را برای مسلمانان اجازه داده است و این چنین نکاح کردن با زن اهل کتاب را هم برای فرد مسلمان اجازه داده است که میتواند که با فردی که با دیگر کتاب‌های دینی آسمانی باور دارد و اعتقاد دارد ازدواج برقرار کند و خود ازدواج این پایندگی و بقای نسل بشریت است. Поэтому, рассматривая вопрос межрелигиозных браков, церковь тоже имеет на этот счет свою позицию. И апостол Павел говорит, что светится муж неверен, а жене верной, и светится жена неверная, а муже верном. То есть межконфессиональные браки у нас дозволяются. Единственное условие, чтобы супруг или супруга не принуждала христианина, супруга переходить в свою веру, чтобы давала ему возможность исповедовать свободно христианство. وقتی که دو نفر همچنان که شما گفتید یک نفری از یک دین و دیگری از یک دین دیگر است و فرزندان را حکمشان را به بهترین آنها حکم کرده می شود که پیروی کدام دین هستند. اما وقتی که انسان خود به بلاغت می رسد به سن کمال می رسد برای اختیار کردن اعتقاد خودش مجبوری نیست. Сколько ему 31 год, ему, моему брату, ни разу не слышала от него, что он такой религии, я такой религии. У нас не было разногласий по этому поводу никогда в жизни, потому что он меня принимает, и я его принимаю. У нас в первую очередь с ним, наверное, уважение. Мы уважаем друг друга, потому что это выбор каждого. Бог – это уже есть любовь. Поэтому, если ты веришь в Бога, какой бы ты религии, я думаю, не было, у тебя в душе любовь, у тебя уважение в душе к человеку, у тебя понимание, у тебя сострадание, у тебя есть сочувствие.